Более 76 миллиардов рублей направит правительство на выплаты больничных. Из-за непростой эпидситуации уровень заболеваемости вырос. Все больше людей уходит на больничные. Поэтому потребовались дополнительные средства. Это позволит поддержать сбалансированность бюджета Фонда социального страхования, чтобы граждане получали положенные им деньги своевременно и в полном объеме. Отдохнуть с комфортом. У жителей Алагирского района теперь еще больше мест для прогулок. 2 новые общественные зоны создали по федеральной программе. Там, где раньше был пустырь, теперь благоустроенная территория с детскими и спортивными площадками. На месте побывала наша съемочная группа. Еще недавно это была заброшенная территория. Теперь здесь укрепили берег, оградили парк по всему периметру и установили освещение. Зона отдыха в Суадаге появилась в прошлом году. Местные жители любят проводить здесь свое свободное время. Скучать не придется и детям. Качели, горки и турники. Люди довольны. Правда, есть недочеты. Вот тротуар выходит и упирается в забор. Ну, надо где-то выход сделать. Видимо, там калитки надо. Новая зона отдыха появилась и в Алагире. Раньше здесь был пустырь, а сейчас сквер с детской площадкой. И не только. Тут же можно сделать утреннюю зарядку. Не было ни освещения, ни лавочек. И сегодня здесь отдыхает молодежь, сегодня здесь играют дети, сегодня здесь взрослые, пожилые люди проводят свой досуг. В рамках программы «Комфортная городская среда» в Алагирском районе построили еще 2 общественные зоны и 4 дворовые территории, а также капитально отремонтировали дома культуры, школы и строят ФАПы. В рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» по линии Минсельхоза у нас в прошлом году в целом было реализовано аж 24 проекта. Из них 15 было по уличному освещению. Улицы практически всех населенных пунктов Алагирского района полностью освещены. В этом году планируется закончить работы в ЦИИ, Красном Ходе и в Рамоново. В этом году планируется выполнить большой объем работ. Это будет отреставрирован полностью храм в центре города Алагир. В этом году планируют реконструировать центральный парк Алагира и кинотеатр «Комсомолец». Мадина Бутаева, Давид Битиев, Новости Осетии. Чуть больше недели остается до старта регионального этапа конкурса WorldSkills. Участники могут проявить себя в разных направлениях, удивить кулинарным мастерством или дизайнерским талантом. С профессионалами своего дела пообщалась Сабина Гатагова. Делаем женский блузон. Вид сзади нам нужно придумать самостоятельно и все отшить. Безупречное чувство стиля Ляне Кукоевой передалось по наследству. Вся семья занимается пошивом национальных платьев. С самого детства она увлекалась дизайном одежды, а неординарный творческий подход позволил сразу определить в ней потенциал. Ляна успешно прошла региональный этап конкурса, участвует впервые, но в победе даже не сомневалась. Я когда шла на конкурс, я волновалась, но я знала, что уверена в своих силах. Закончила раньше всех, и у меня было правильнее. Качество было хорошее. Монтаж, ремонт, проектирование электрооборудования, контроль за их режимом и многое другое. Тонкостями профессии электромонтера обладает и Данил Власов. Он намерен продемонстрировать уровень своего мастерства на региональном этапе конкурса. Подготовка идет каждый день. Мы занимаемся и у нас получается. Делаем щит освещения, щит управления, картинку. Активные тренировки перед стартом – залог успеха. Задание не из легких, даже для профессионалов. На этой площадке нужно отремонтировать легковой автомобиль, починить двигатель, ходовую часть, тормозную систему и провести диагностику. На ремонт одного модуля дается 3 часа. Выпечка осетинских пирогов – самый вкусный этап конкурса. Желающих проявить свои кулинарные способности и удивить взыскательное жюри много. А вот стать участницей регионального этапа смогла только Илона Кукаева. К слову, удалось ей это не с первой попытки. Прежде она уже участвовала в WorldSkills Junior. В этот раз вернулась за реваншем в группу молодых профессионалов. И теперь верит в победу, потому что знает секрет идеального пирога. Вес должен быть около 90-50 грамм, плюс-минус 50. В диаметре 30-33 сантиметра. Со всеми параметрами я справилась отлично. Во всех учебных заведениях студентов активно привлекают в движение WorldSkills. И результаты есть. Уровень участников с каждым годом растет. Могу сказать, что руководство республики в лице Министерства образования и науки делает все для того, чтобы наши конкурсанты
были на самом высоком уровне, ни в чем не нуждались, показали себя с самой хорошей и с результативной стороны. Надеемся, что у нас будут чемпионы региональных чемпионатов, которые займут заслуженные первые места и представят наш регион уже на отборочных национальных чемпионатах WorldSkills молодые профессионалы. Региональный этап конкурса WorldSkills стартует уже 22 февраля. Победители представят республику на всероссийском уровне. Сабина Гатагва, Алана Бзыкова. Новости Осетии. Как правильно выходить из конфликтных ситуаций, вести переговоры и познать искусство управленческой борьбы. Во Владикавказе стартовал цикл тренингов «Управленческий поединок». Сегодня прошел первый модуль, всего их будет около 10. Представители бизнес-сообщества, руководители предприятий, сотрудники организации во время деловой игры пытались разрешить ту или иную ситуацию. Поединки оценивало экспертное жюри, при этом применяли специальную цифровую платформу. Проект «Управленческий поединок» реализует Центр опережающей профессиональной подготовки совместно с бойцовским клубом из Екатеринбурга при поддержке Министерства образования и науки Республики. Участник каждый получает, во-первых, глубокое погружение в суть вопроса, получает, так сказать, приобретает мягкие навыки, так называемые, и он становится на несколько голов выше в своем деле, потому что он начинает более серьезно относиться к той деятельности, к той работе, которую он ведет, к тем людям, которые его окружают. А в результате множественных повторов отыгрывания различных конфликтных ситуаций у человека вырабатывается навык решать любые конфликтные ситуации мягко, спокойно, настойчиво, на протяжении достаточно короткого времени, убирая, сглаживая все шероховатости. И это позволяет быть максимально эффективным в решении как деловых вопросов, так и бытовых. То есть эта технология, она применима в любых сферах жизни. Народному артисту Северной Осетии Булату Газданову передали патент на название «Осетинская гармонь». Документ вручили в Рио министра культуры республики Эльбрус Кубалов, гармонист Суслан Зуцев и известный хирург Казбек Кудзаев. Впервые «Осетинская гармонь» была сделана известным мастером Виктором Панасенко по эскизам Булата Газданова в 1958 году. Инструмент полюбился всем народам Кавказа. Название «Осетинская гармонь» официально зарегистрировала Федеральная служба по интеллектуальной собственности, а патентообладателем указано Министерство культуры республики. Автором – народный артист Северной Осетии Булат Газданов. Сейчас все претендуют на этот инструмент. И кабардинцы говорят, и все говорят, у кого-нибудь есть для этого инструмента концерт. Нету. Или концертной пьесы. Сколько композиторов писали? Феликс Алборов, Майрам Бугоев, Петров Коля. Все композиторы писали для этого инструмента у нас. Ребенок, рожденный в муках, но у него не было свидетельства о рождении. И мы я попросил патентоведа Гиви Икаева, я говорю, это патентоспособное решение, оно обладает существенными отличиями и практической значимостью. Я сам когда-то заканчивал институт патентоведения и говорю, давайте подадим заявку, чтобы этот ребенок имел документ. И вот сегодня мы его получили и с удовольствием вручили этот документ Булату Гапоевичу. Заслуженный врач России, первый детский хирург республики и всего Северного Кавказа Константин Татарканович Есенов отмечает 90-летний юбилей. Более 60 лет он работал детским хирургом, спасал жизни маленьких пациентов и делился своим уникальным опытом со студентами. Преподавал на кафедре детской хирургии СОГМА. Министр здравоохранения Суслан Тебиев и главный врач ДРКБ Мурат Икаев пришли в гости к юбиляру и передали поздравления от главы республики. Сергей Миняйло поблагодарил Константина Татаркановича за многолетний самоотверженный труд и весомый вклад в развитие здравоохранения Северной Осетии. Сегодня во Владикавказе открылась стрит-выставка. Совместный проект предпринимателей и известного фотографа Алисы Гукоевой. Проект посвящен любви, здоровому образу жизни и заботе о себе.
Героями экспозиции стали люди, которые транслируют любовь через себя, свое развитие и любимое дело. Стать участником выставки может каждый. Для этого необходимо написать послание ко Дню всех влюбленных и оставить его в специальной коробочке. А 14 февраля трогательное признание каждого станет частью экспозиции. Потому что, как говорят авторы, все начинается с любви. Предложили мне подумать на тему отношения с собой, любви к себе, какого-то бережного отношения к себе, заботе о себе. Мне кажется, что последние пару лет каждого из нас еще раз убедили в том, что это необходимо. Мы даже объединили экспозицию в круг, потому что как бы это история про равных. Ну, что мы все равны друг другу, что ли. И каждый из нас отвечает на этот вопрос, что никто не первый, не последний. Сосуществование с многогранной культурой Кавказа. Необычная выставка открылась во Владикавказе. Художник Закка Хадо нашел свой уникальный способ проявлять любовь к родной земле. Каждая работа обладает собственной идентичностью, соединяя прошлое и настоящее. Прикоснуться к истории мастера смогла и моя коллега Лидия Цехилова. Несмотря на приглушенный свет, медь все же отражает блики на темном фоне. Так по замыслу отражается душа Бога. Работа так и называется. Здесь также и посланник Бога, и молния в погоне за ветром. И не только. Американский художник черкесского происхождения Закка Хадо представил выставку «Существование, сосуществование». В этом зале представлены работы 2016 года из двухслойного холста. А здесь начинается тема Кавказа. Автор постарался сделать так, чтобы зритель прочувствовал его малую родину. Так, в работе «Сосуществование» художник, помимо привычных материалов, использовал чернозем. Земля как дань родным корням, как надежная основа всего, судьбы человека. Этот элемент присутствует почти во всех работах автора, и каждая из них неповторима. И многое говорят о самом художнике. Как черкес, северный кавказец, мусульманин и американец, все вместе. Поэтому они есть какой-то разнообразность, ну, в контекст, один контекст. И вот это что двигало меня, честно. И я хотел дать приоритет, как родина, Северный Кавказ, показывать это первое, чем в Москве или Питер, потому что я хотел как делать диалог между себя и народ, где мои предки приехали. Я родился в Америке, но моя предки, моя ДНК отсюда. Кольчуга, черкеска, меч, древние руны, парящие в пространстве. Работы художника связывают столетия, окуная зрителя в прошлое сквозь призму настоящего. Проект продолжает серию выставок в рамках программы «Галерея Кавказ». Программа эта направлена на популяризацию современного северокавказского искусства. Ежегодно мы в рамках этой программы знакомим нашего зрителя с творчеством северокавказских художников, молодых, начинающих и именитых. Темы, которые затрагивает эта программа, это темы очень важные для северокавказского региона, связанные с поиском места современного кавказского человека в мире. Это темы, которые затрагивают сложное историческое наследие, непростую социально-экономическую парадигму, в которой сейчас развивается Северный Кавказ. И мне было интересно собственными глазами увидеть, как вот это переживание прошлого может быть выражено языком современного искусства. И вот в обществе у нас существует к современному искусству некоторое предубеждение, потому что оно считается как бы по определению формальным, да, лишенным сопереживания, эмоций. Выставка «Существование, сосуществование» продлится до 31 марта. География только расширяется. Автор планирует представить работы в Петербурге, Москве и Махачкале. Лидия Цехилова, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. Такой была информационная картина дня. Спасибо за внимание и до встречи.